Говорят, что это не женское дело, и вправду у этой профессии совсем не женское лицо. Но все же Светлана Сайфуллина является единственной женщиной в Таттинском улусе, которая работает кочегаром вот уже на протяжении 37 лет. За этот период она ни разу даже не опоздала, не то чтобы пропустила свою смену. Приехала она в 1981 году вслед за своей двоюродной сестрой, которая, кстати, тоже работала кочегаром. Смеется, что поманили женихом, писали о красавце Равиле Сайфуллине. И вправду молодые приглянулись друг к другу, расписались, родили сыночка. Светлана Яковлевна в этой профессии с 1982 года. В первые годы работали вместе с мужем. Говорит, что ей не привыкать, с малых лет научена труду. Не знаю, но уже привычка вошло. Какая-то ответственность. Меня мать с детства приучила работать, чтобы хорошо. Ну, я жила в деревне, в совхозе, а летом работы такой нету. Вот матери помогали. Напарник Гаврил Лукачевский работает кочегаром 6-й год. 24 часа они в лютые морозы каждые 15-20 минут топят печи, чтобы в их районе всегда было тепло. Если зимой в день расходуется до 10 тонн угля, то сейчас с потеплением в 2 раза меньше. Гаврил говорит, что такая тяжелая монотонная работа иногда даже не по плечу мужчинам. Даже не знаю, как она выдерживает эту работу. Но работа все равно слишком сложная для женщины. Но она все выдерживает наравне вот с нами, молодыми людьми, как мы. Светлана Сайфуллина признается, что со временем все действия доводятся до автоматизма и все воспринимается как привычное. Сегодня работу кочегара упрощает трактор, но работу лопаты еще никто не отменял. В свои 65 лет Светлана Сайфуллина находится в прекрасной физической форме, может дать фору даже молодым коллегам. Я вот и удивляюсь, что я вот уже старая, считаю уже, да, пенсионер, как мать им гожусь. Но всегда уважает, всегда поддерживает. И спрашивают, если что-то подсказать им. Ребята молодцы, дружный коллектив. За все эти годы 8 марта не раз выпадала на рабочую смену Светланы Яковлевны, а нынче она проведет этот день с семьей. Смена 9 марта. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Таттинский улус.